большой-большой спит. То вот такие вот добрые люди рядом с нами подарили мне рыбку. Большую и маленькую. Маленькую сейчас отвезу кошкам. Вчера застряла на пиратке. Меня вытянул Евгений, рыбак, который ранее даже советовал мне, на какую блесну рыбачить. А потом он нашел там где-то, просто в группу скинул, что вот нашел, как он, хапугу. Я говорю, ой, говорю, прикольно. Ну и просто написала, действительно, что прикольно, тоже нужно себе приобрести хапугу. Дарю. Ну, если честно, я думала, что это просто была шутка. Как бы понимаю, что, в принципе, каждому, может быть, и нужна, но хотя я знаю, что многие рыбаки как бы против хапуги. Ну, получилась так ситуация, что вот когда я застряла, он меня вытянул, через какое-то время он подошел ко мне зарядку попросить. Я ему дала зарядку, как бы все. Ну, то есть он меня выручил, я его выручила. Ну и вообще, ну, с дочей даже как-то были на рыбалке, помнишь, да, провода тоже просили. Ну, только те дяденьки пропали. Ну, и ладно, всякое бывает. Вот. И получилось так, что я вчера раньше Евгения уехала и написала, что я как бы поехала, потом там на связи. И все. Сегодня вот созваниваемся с ним. Он, получается, мы с дочей были пока на приеме у врача. Я открыла машину. Женя положил... Мало того, что он положил этот хапугу эту, потом он мне положил ведро свое с рыбой, вот с этой вот большой рыбкой. Большая крупная рыба, как бы я ее не ем, но я уверена, что мама будет у меня просто... Ей будет приятно, что вот меня угостили такой рыбкой, и сейчас с сигами она что-нибудь придумает. И блок питания, конечно же. То есть, ну вот, ну и честно... Хорошие люди, да, вот очень приятно и очень рада, что на моем пути вот встречаются вот такие вот люди и рыбаки, знакомые, друзья в дальнейшем. Уже как бы проще обращаться, когда ты уже знаешь, что какой человек на том конце провода. Так что вот хочу случай один рассказать. Вот такой вот.